Прошу всех встать. Прошу садиться. Заседание Конституционного суда объявляется открытым. Заседание будет проводиться на официальном языке в связи с ходатайством обращающей стороны Мацакова Самата Аскаровича и ввиду отсутствия возражения стороны ответчика. На заседании Конституционного суда рассматривается дело по обращению Мацакова о проверке конституционности статьи 432 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики. Заседание Конституционного суда проводится в составе председательствующего Сконбаева, судей Айдарбековой, Дюшеева, Джолдошевой, Хасмалиева, Шаршиналиева, при секретаре судебного заседания Талайбекове. Ахматбек, доложите о присутствии вызванных участников. На сегодняшнем судебном заседании присутствует с обращающей стороны Мацаков Самат Аскарович и Баишев Нурбек Баишевич. Со стороны ответчика постоянный представитель Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики в Конституционном суде Кыргызской Республики Исранов Самат Кыштабекович. Третьи лица. Постоянный представитель президента и Кабинета министров в Конституционном суде Кыргызской Республики Молдобаев Алмазбек Тавалдиевич. Представитель Верховного суда Кыргызской Республики Сапьянова Маргарита Насархановна. Представитель Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Айбашев Талайбек Осконович. Представитель Министерства юстиции Кыргызской Республики Кулназаров Руслан Арстанович. И представитель службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики Фермейчиков Бакытбек Шакирович. Других вызванных участников судебного заседания не было. Документы дайте. Документы изучите, уважаемые коллеги. Так, Мацаков Самат Аскарович, прошу, пройдите к трибуне. Представьте информацию о себе, фамилию, имя, отчество, дату, место рождения, место жительства, место работы. Мацаков Самат Аскарович, 20.08.1986 года рождения, проживаю по адресу город Бишкек, работаю адвокатом. При какой адвокатуре у вас? Чуйская территориальная адвокатура. Хорошо, присаживайтесь. Баишев Нурбек Баишевич. Представьте информацию о себе. Баишев Нурбек Баишевич. Родился 14 сентября 90 года. Проживаю в город Бишкек. В данный момент работаю в общественном фонде юриста за права человека, ассистент проекта. Присаживайтесь. Сранов Самат Кыштабекович. Самоставы. Сранов Самат Кыштабекович, 5 мая 1987 года рождения. Проживаю по адресу город Бишкек, работаю постоянный представитель Жогорку Кеңеша Конституционного суде Кыргызской Республики. Молдобаев Алмазбек Тавалдиевич. Молдобаев Алмазбек Тавалдиевич, 9 февраля 1973 года рождения, уроженец Бишкек. Работаю постоянным представителем Кабинета министров и президента в Конституционном суде. Присаживайтесь. Сапьянова Маргарита Насархановна. Я Сапьянова Маргарита Насархановна, 70-го года рождения, уроженка Чуйского района. Работаю в Верховном суде заведующим отделом. Представляю интересы Верховного суда по доверенности. Присаживайтесь. Айбашев Талайбек Осконович. Айбашев Талайбек Осконович. Работаю прокурором Главного управления Генеральной прокуратуры. Год рождения. 03.06.1973 года рождения. Работаю прокурором Главного управления Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики. Место жительства. Город Бишкек. Я вам объявляю замечание за сегодняшнее опоздание. Мы всегда говорим, мы всегда начинаем вовремя. И в любом случае вы должны
скоординировать свое время таким образом, чтобы не опаздывать на заседание Конституционного суда. Прошу прощения. Присаживайтесь. Кулназаров Руслан Арсланович. Здравствуйте, Кулназар Руслан Арсланович, 29/11/1981 года рождения, проживаю в городе Бишкек, работаю главным специалистом управления законодательства в сфере правоохранительной и судебной системы Министерства юстиции Кыргызской Республики. Присаживайтесь. Термечиков Бахтбек Шакирович. Термечиков Бахтбек Шакирович, 70-го года рождения, работаю в службе исполнения наказаний, начальником управления исполнения приговоров и специального учета. Присаживайтесь. Коллеги, есть по документам вопрос? Нет. Так, Мацаков Самат Аскарович, Баишев Нурбек Баишевич, Сранов Самат Каштубекович, встаньте, пожалуйста. Вам будут разъяснены ваши права и обязанности. В соответствии со статьей 34 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики вы имеете право знакомиться с материалами дела, производить из них выписки, снимать копии, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе процесса вопросам, выступать с заключительной речью. Также имеете право заявлять ходатайства, давать устные и письменные объяснения судьям, высказывать свое мнение по заявленным ходатайствам. Обращающаяся сторона имеет право изменить основание или предмет требований, увеличить или уменьшить их объем, отказаться от требований. Сторона-ответчик вправе признать их полностью или частично, либо возражать против них. Каждая сторона вправе представлять доказательства и доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основании своих требований и возражений. Вы обязаны добросовестно пользоваться своими правами. Сообщение суду заведомо ложных сведений расценивается как неуважение к Конституционному суду и влечет ответственность по закону. Также в соответствии со статьей 39 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики вы вправе заявить отвод судье или судьям. Самат Аскарович, вам ясны ваши права и обязанности? Да, уважаемый суд, ясно. Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судей? Нет, не имеется, доверяем. У вас есть дополнительные ходатайства? Нет, не имеется. Присаживайтесь. Баишев Нурбек Баишевич, вам ясны ваши права и обязанности? Да, Ваша честь, ясно. Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судей? Нет, не имеется. У вас есть дополнительные ходатайства? Нет, не имеется. Присаживайтесь. Самат Каштубекович, вам ясны ваши права и обязанности? Да, ясно. Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судей? Не имеется. У вас есть дополнительные ходатайства? Есть дополнительные ходатайства. Присаживайтесь.